Из года в год самым востребованным при сдаче ЕГЭ по иностранным языкам становится английский. Его на этом пункте сдает 171 участник. Знание международного языка – один из главных критериев для поступления во многие вузы. Ну а для Адама Таркоева он необходимый в будущей профессии. Его цель – поступить в высшую школу экономики и стать юристом. Поэтому основное правило для Адама – никакого волнения перед сдачей экзамена. Я как-то уже настроил себя на то, что это просто ЕГЭ, от него я хуже или лучше жить не стану. Как знаете, говорят, ЕГЭ – это лишь одно из ваших жизненных испытаний. Просто это посложнее испытание. Поэтому я особо не волновался. Но английский мне просто нравится как язык, да и к тому же другие иностранные языки я бы хотел и их учить просто уже после поступления, так как английский является основным, в принципе, международный язык. Экзамен по английскому состоит из двух частей – письменной и устной. Сегодня учащиеся пишут первую. Письменная состоит из 4 разделов – аудирования, чтения, грамматики и лексики. За решение заданий в каждом можно получить около 20 баллов. Заработать не менее 80 за весь тест очень надеется Фериде Зурабова. Девушка хочет учиться на факультете иностранных языков в Ингушском госуниверситете. Конечно, волнуюсь, все волнуются перед экзаменом. Это очень важный для меня день. Я много готовилась целый год вместе с учительницей, она мне очень помогала. Конечно, очень хочу сдать на высокие баллы, чтобы поступить. В рамках ЕГЭ по иностранным языкам выпускники сдают на выбор английский, немецкий, французский, испанский и даже китайский. К слову, немецкий на пункте пишут 2 участника. При этом организаторами и членами ГЭК соблюдены все меры защиты не только при входе на пункт, но и в аудиториях. 17 аудиторий у нас на пункте. Дети рассажены по 12 учащихся в аудитории с соблюдением санитарных норм. Между партами 1,5 метра. На пункте есть все обеззараживающие средства, средства защиты индивидуальные, маски, перчатки, антисептики. Температура на входе замеряется. На пункте есть федеральные общественные наблюдатели, которые следят за ходом проведения и за объективностью экзамена. В пользу прозрачности сдачи экзаменов камеры, металлодетекторы, металлоискатели. До начала организаторы уже успели изъять у сдающих порядка 30 телефонов. Но признаются, большинство ребят отдали их сами на хранение. Нарушения на пункте бывают, как и удаления. Но в этом году по сравнению с прошлым их меньше. Еще одна проблема, с которой нередко сталкиваются организаторы, сдающие от волнения порой забывают взять паспорт. Впрочем, сдать экзамен без наличия основного документа на ЕГЭ для учащихся можно. Если выпускник текущего года пришел на пункт, забыв паспорт, тогда его сопровождающий учитель, назначенный приказом от школы, он идентифицирует личность участника, составляет акт, в котором расписывается о том, что данный участник – это выпускник текущего года. Если паспорт забыл выпускник прошлых лет, данный участник до экзамена не допускается. Не меньше груз волнения за сдачу экзаменов несут и родители. Фатима Лиянова, хоть и пришла морально поддержать дочку Дали, сама переживает не меньше. Я надеюсь, что сдаст, потому что она дома писала и пробные ЕГЭ, баллы были хорошие, со своими репетиторами писала она. Литературу сдала уже, русский язык сегодня должны тоже получить баллы. Она желает поступить в ИНЯС за пределами республики. С городом мы еще не определились, если честно. Устная часть по иностранным языкам для участников ЕГЭ запланирована на 22-23 июля, а уже 24-го стартуют резервные дни сдачи экзаменов. Дана Плиева, Адам Далаков, Новости 24.